В эфире Канашского телевидения информационный выпуск «Вести недели», в студии Евгения Карпчева. Здравствуйте. В честь празднования Дня Победы и 80-летия с момента начала строительства Сурского и Казанского оборонительных рубежей в IT-клуб города Канаша прошла открытая презентация проектов учащихся центра. В город прибыла министр цифрового развития Кристина Майнина. Ребята показали свои проекты, то, чему научились, обучаясь в самом современном технологическом учебном центре Канаша. Подробнее об этом в нашем репортаже. Ребята презентовали проекты «Патриотическую акцию «Бессмертный полк», цифровой стройтейлинг о доблести строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей, смотр-парад военной робототехники, проект виртуальной реальности «Окопы Сурского и Казанского оборонительных рубежей». Кристина Андреевна, министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской республики, высоко оценила работы ребят. Я видела предварительный результат, очень мне понравился. Специально приехала сюда для того, чтобы посмотреть результаты вашей работы. Я думаю, что по достоинству все будет оценено, и мы максимально привлечем к этому внимание, разместим на нашем сайте, который в том числе на российский уровень у нас вышел, и вы увидите себя там непосредственно, ваши работы, все смогут их смотреть, изучить. Поэтому с нетерпением жду всех демонстраций. Давайте на этом не останавливаться. Может быть, еще какие-то у кого-то будут идеи. Я с удовольствием их поддержу и обязательно с вами вместе готова поучаствовать. Один из проектов, которые презентовали воспитанники направления разработки VR и AR приложений, появился благодаря идее министра, которую она озвучила в ходе последнего посещения Центра образования детей. Она предложила ребятам и их наставникам сделать виртуальную реальность Сурского и Казанского оборонительных рубежей. И эту мысль коллектив IT-клуб города Канаш воплотили буквально за месяц. Вообще я в восторге, потому что все, что задумывалось, все получилось. Да, прекрасно ребята справились и с технологиями виртуальной реальности. Да, лично испробовала VR-очки, оказалась на дне Сурского рубежа. Хотя ребята и сказали, что они что-то будут дорабатывать какие-то моменты. Но тем не менее, мне кажется, успех уже вот он есть. Да? Можно прям брать на разные мероприятия, выносить на улицу, чтобы любой мог попробовать и ощутить себя непосредственно там в окопе. Да? Ребята, которые сделали открытки вот вместе с родителями, тоже потрясающая история, они на самом деле очень трогательные. Было бы здорово, если бы их увидело как можно больше людей, потому что дети всегда самые искренние. И вот такие поздравления, причем они очень круто оформлены, очень красиво все выглядит, очень достойно. И не скажешь, что это делал вот такой маленький мальчонка, как будто бы это делал взрослый. Поэтому однозначно все получилось. Благодарю IT-клуб Канаша. Все здорово. И так держать, если есть какие-то еще идеи у ребят, у преподавателей, с удовольствием их поддержу. Поэтому вот именно в такой какой-то теплой атмосфере IT-клуба вместе с детьми, вместе с родителями, вместе с преподавателями и рождаются вот такие будущие гении, потом, которые нашу страну в IT-технологиях поднимают и выводят уже на какой-то мировой уровень. Какова перспектива выпускников таких школ? Очень большая перспектива. На самом деле очень хотелось бы, чтобы ребята не уезжали из республики, потому что здесь тоже можно найти однозначно себе применение. Я сейчас вот таких ребят пытаюсь вокруг себя собрать, потому что в таких специалистах сейчас очень большая нехватка. Даже вот у меня непосредственно на работе, в министерстве, в моих подведомственных учреждениях однозначно не хватает ребят с навыками программирования. Поэтому мне хочется прямо вот зарастить, притянуть к себе и никуда не отпускать. Конечно, достаточно большое количество ребят уезжают там, в другие города, потому что специальность айтишная сейчас, она гипервостребована, она высокооплачиваема. Моя задача уже сделать так, чтобы ребята остались максимально здесь. День Победы. Праздник со слезами на глазах. Праздник, который колышет воспоминания и порой рвет душу. В городском дворце культуры чествовали людей, которые ковали победу. Ветеранов в этом году поздравили на дому. В городском дворце культуры прошел праздничный концерт, посвященный Дню Победы. В праздничном концерте приняли участие солисты и творческие коллективы города. Зрители бурными аплодисментами встречали всех артистов и подпевали известные песни. И снова май! Май, который дарит нам особое настроение. Теплое солнце, весенний дождик, молодая листва и первые цветы. Май, который дарит нам особое настроение.
настроение. Настроение гордости. Гордости за нашу страну. Все последние дни мы живем в ожидании самого главного праздника страны. 9 мая наша страна, Россия, в 76-й раз отметит великий праздник, главный праздник – День Победы. В городском дворце культуры прошел концерт «Пасхальная радость». Директор музыкальной школы поделилась впечатлениями о празднике. Праздничный концерт «Пасхальная радость» состоялся в Дворце культуры города Канаш. Творческий коллектив музыкальной школы очередной раз порадовал горожан замечательными выступлениями. Также в концерте принимали участие школьники города. Городской православный фестиваль детского и юношеского творчества «Пасхальная радость» проводится уже на протяжении 10 лет по благословению владыки Варнава. С каждым годом количество участников фестиваля прибавляется. К нашим детям из музыкальной школы присоединяются творческие коллективы из школ города. Наш фестиваль сеет в детские души добро и свет. Сегодня ангелы поют на небесах, и также наши дети сегодня прославляют Христа. Ведь это победа жизни над смертью, победа добра над злом, победа света над тьмой. Дай Бог, чтобы в вашей жизни всегда Господь был с вами. Добра вам, света, тепла и мира в душе. Вот уже более 5 месяцев идет вакцинация против страшного вируса, который поразил весь мир. Отношение к вакцине не у всех людей одинаково положительно, но канашцы к процессу относятся с пониманием, ответственно вакцинируются. Давайте посмотрим, как это происходит. Хочется отметить, что за весь период вакцинации каких-либо поствакцинальных реакций и осложнений не выявлено. Это говорит о том, что прививка переносится хорошо, поэтому и вызывает доверие канашцев. У нас врач на дом, где слепые живут, приходили с медсестрой вместе каждый год от гриппа делали эти вакцины, в общем, уколы делали каждый год. Нынче я что-то сидела, долго не приходили, не делали. Я подумала, думаю, давай-ка я пойду схожу в больницу сама. Пришла сюда, мне вакцинацию сделали. И потом сказали, чтобы я вчера второй раз сделала. Все нормально было. Когда первый раз сделала, пришла домой, вроде нигде ничего не болит, температуры нет, ничего нет. А я полы не помыла, не убралась. Пошла давай мыть полы. Пока полы мыл, где-то стукнулась. У меня синяк появился. Где укол? Я желаю всем жителям Канаша, Чебоксары и всех, кто где живет, обязательно нужно сделать от коронавируса уколы. Это не страшно. Хоть и какие вот болезни были, например, грипп туда-сюда бывает, но это ничего не мешает. Это когда было, прошло, а сейчас надо обязательно делать. Очередной раз хотим напомнить, что на прививку от новой коронавирусной инфекции COVID-19 вы можете записаться следующими способами. На портале госуслуги, у своего лечащего врача, через регистратуру, позвонив по номеру 8 835 33 2 19 18. Самое главное, что прививка проводится абсолютно бесплатно. В настоящее время система вакцинации, она построена очень слаженно и спокойно проходит. На вакцинацию можно записаться через портал госуслуг, обратиться в регистратуру Канашского ММЦ, обратиться к своему участковому врачу, позвонить по телефону в регистратуру 219 18. И вам назовут дату и врача, и кабинет, где будет происходить эта вакцинация. Также организованы мобильные бригады, которые проводят вакцинацию маломобильных и нетранспортабельных. И у кого есть ограничения в передвижении, вакцинация проводится на дому. Это врач выезжает с медсестрой в машине с сумкой-холодильником, где придерживается определенная температура, и с соблюдением всех мер асептики и антисептики проводится вакцинация против новой коронавирусной инфекции также на дому.
Сейчас мы имеем большой опыт. У нас около 3000 жителей города Канаша привились против новой коронавирусной инфекции. Поверьте мне, не было никаких серьезных побочных реакций. Примерно около у 2 или у 3 из 100 человек бывает небольшое повышение температуры. Поэтому я вас всех призываю не бояться этой вакцинации, подумать хорошенько и обратиться к нам в поликлинику или к своему участковому врачу для проведения этой вакцинации. Массовая вакцинация, она предназначена для того, чтобы вырабатывать коллективный иммунитет. Чем больше привитых будет, тем меньше заболевших. И есть такая интересная наблюдение и исследования. Вакцинированные, если даже и заболевают, то они все это переносят в легкой форме. Есть интересное наблюдение, что этот вирус, он является и еще и сосудистым вирусом. И очень много осложнений сердечно-сосудистого характера. Количество смертей от заболеваний сердечно-сосудистой системы выросло. Количество инфарктов, инсультов, оно выросло. Есть такие четко доказанные наблюдения. Этим осложнением более подвержены лица, которым исполнилось 60 лет и старше. Поэтому я особенно призываю тех лиц, кому исполнилось 60 лет, обратиться к нам в поликлинику, к участковому врачу для проведения этой процедуры. Будьте здоровы и защитите себя и своих близких. А молодых жителей города Канаша я особенно призываю к проведению вакцинации для того, чтобы защитить своих мам, пап, бабушек, дедушек. Не только о себе позаботиться, но и позаботиться о нашем старшем поколении. Вакцинация проводится ГАМ-ковид-ВАК, Спутник Ви. Вот у нас сейчас в наличии эта вакцина. Поступила вакцина еще Эпивак Корона. Проводится вакцинация в 2 этапа. После осмотра врача общей практики и врача-терапевта мы определяем показания, противопоказания к проведению этой вакцинации. Если нет противопоказаний, проводим эту процедуру. Потом приглашение выдаем на получение второго компонента. Второй компонент проводится через 21 день, не ранее. Попозже можно, в этом нарушения нет, но не ранее 21 дня. И таким образом это происходит, эта вакцинация. Особого соблюдения диеты перед вакцинацией и после вакцинации, конечно, не требуется. Но мы рекомендуем воздержаться за 3 дня и до вакцинации, и после вакцинации на 3 дня воздержаться от обильного возлияния алкоголя. Советуем воздержаться от посещения тренажерного зала, сауны и бань. Вот эти рекомендации мы выдаем. Желательно это все соблюдать. В прививочном кабинете 115 делаем прививку от COVID-19. Для этого используем ГАМ-ковид-ВАК. Сначала первый компонент, через 21 день второй компонент. Приходите, вакцинируйтесь и будьте здоровы. На этом наш выпуск подходит к концу. Всех благ вам и здоровья. До новых встреч. Каждому в радость комфортный, а главное выгодный поход по магазинам, особенно если все, что вам необходимо, находится в одном месте. Магазин низких цен «Светофор» дарит вам такую возможность. Широкий выбор, продукты для каждого члена вашей семьи на любой вкус, лакомства для домашних любимцев, игрушки и уход для малышей, косметика для тела и волос, бытовая химия на любой случай, текстиль для дома и многое полезное и нужное в хозяйстве вы, несомненно, найдете в магазине «Светофор». А итоговая сумма чека, безусловно, приятно вас удивит и обрадует. Уважаемые покупатели, прямые поставки от производителей в магазины «Светофор» дают нам возможность предлагать цены покупателям ниже рыночных на 20-30%. Наше главное преимущество – экономить бюджет покупателя. Наш ассортимент на постоянной основе обновляется и добавляется. Чтобы ваши покупки стали интереснее, мы всегда вам предлагаем товары по акции, также сезонные товары. Приходите за умными покупками, экономьте вместе с нами. Будем рады вас видеть.
Ежедневная закупка или же подготовка к грандиозному торжеству, магазин «Светофор» экономит ваше время. В этот магазин я приезжаю из Татарстана, 80 километров. Мне он нравится, тут есть все, что надо. С магазином «Светофор» вы обеспечены хорошим настроением, экономией своего времени и денег. Очень хороший магазин, здесь приемлемые цены, товар тоже интересный, обновляется. Все очень интересное, все очень привлекательное, в принципе, рада, все хорошо. Нам, пенсионерам, этот магазин очень доступен. Спасибо огромному этому магазину. Магазин низких цен «Светофор» ждет вас по адресу город Канаш, улица Котовского, дом 4. Минтай свежемороженый 1 килограмм 99,90. Стиральный порошок 6 килограмм 304,90. Колбаса сервелат зернистый 1 килограмм 159,90.